Эфир нашего телеканала продолжит брифинг. Глава Якутии Айсена Николаева. Узнаем о эпидемиологической ситуации в регионе на 11 часов 17 апреля. Арсен Сергеевич, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике. Ситуация по новой коронавирусной инфекции у нас в республике в целом, как и в стране, усложняется. К сожалению, у нас появился первый больной в Мирнинском районе. Это наш гражданин, который проходил лечение в Подмосковье, вернулся на днях, находился на самоизоляции вместе с родителями. И вот, к сожалению, выяснилось, что в Москве он уже, проходя лечение в больнице, уже заразился коронавирусной инфекцией. И вчера он помещен вместе с отцом в больницу. У отца анализы взяты, данных еще нет, так, но по нему подтверждение есть. Вот, и поэтому сейчас по Мирному мы проводим также дополнительные проверки, в том числе тех лиц, которые у нас находятся в больнице с внебольничной пневмонией. Заболел супруг женщины, которая ранее была тоже у нас госпитализирована сначала в Вилюйске, потом была перевезена сюда в Якутск. Вот ее муж, который находился в Вилюйске, он сегодня тоже получил подтверждение о наличии положительного анализа на коронавирусную инфекцию. В Алдане ситуация у нас также не улучшается. Мы каждый день выявляем новых больных. Так, за последние сутки у нас в общей сложности 4 человека выявлено. 3 из них вот по линии той семейной пары, которая работала на рынке. Вот, и одна – это санитарка из больницы Алданской, но у нее след как раз заражения приводит к той женщине, которая из Кисловодска у нас приехала через Москву в Алдан. Вот. И здесь хотел бы сказать, что, скорее всего, как специалисты считают, передача пошла по линии детей. Дети играли на общей квартальной площадке в Алдане. И вот как раз, так как ребенок был уже инфицирован, то вот от нее пошла передача детям, этот ребенок уже заразил вот эту санитарку. Вот пока такая основная гипотеза рабочая у наших органов Роспотребнадзора и наших медиков. Поэтому как раз вот это показывает, что социальное разобщение, вот эта самоизоляция, она очень важна. Никоим образом нельзя допускать того, чтобы дети вот у нас сейчас на детских площадках собирались, играли, потому что, к сожалению, еще раз повторю, для детей эта болезнь проходит практически бессимптомно, но с точки зрения разноса этой инфекции, как потенциальных вирусоносителей, они ничем не отличаются от взрослых. Поэтому здесь просьба родителей на детей все-таки обращать серьезное внимание и не допускать того, чтобы они сейчас, в особенности в это время, на детских площадках играли вместе. И у нас серьезно, хочу сказать, за последние сутки ухудшилась ситуация по городу Якутску. Во-первых, у нас выявлен больной, который вчера был прямо из аэропорта службами Роспотребнадзора выявлен и помещен в обсерватор. Его анализы сегодня положительные. Также появилось у нас 3 больных в Мархе. Это соседи той женщины, которая у нас была инфицирована, сейчас находится на лечении. Вот. И сегодня еще один из работников городских предприятий, учреждений, его анализ тоже получен положительный. Сейчас по нему проводятся же дополнительные еще проверки по соответствию анализов и по выявлению контактов. Поэтому у нас сегодня по республике в общей сложности число заболевших достигло 47, но из них 15 у нас выздоровевших, соответственно 32 сейчас находятся на лечении в различных больницах нашей республики. По ЧНД я сегодня ночью подписал указ об объявлении на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения режима карантина. Туда въезд и выезд сейчас запрещен. Работают только вот производственные циклы. Сейчас с помощью «Газпрома» мы будем проводить масштабное
поголовное тестирование всех работающих там, их несколько тысяч человек, на предмет выявления потенциальных носителей вируса. Но сейчас уже мероприятия проводятся структурами «Газпрома» по локализации больных с температурой, по выявлению возможных контактов. Их у нас пока несколько десятков. Хочу сказать, что те анализы, которые сданы были прибывшими в Ленск, вот дополнительно еще 3 работниками «Газпром» Добыча-Ноябрьск, они отрицательные. То есть у нас пока вот из ЧНД, из прибывших из ЧНД, из 6 человек, 3 отрицательных и 3 положительных, которые сегодня уже проходят лечение. Вот. По Ленску ситуация, можно сказать, она более-менее под контролем. Сейчас вот серьезные усилия и оперативного штаба республиканского на уровне Ленского района совместно с оперативным штабом «Газпрома» направлены на локализацию вот как раз очага на Чаиндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Работы там предстоит много, но я уверен, что мы с этой задачей справимся. Еще раз хочу подчеркнуть, что ситуация у нас по республике сложная. Есть, еще раз говорю, серьезное ухудшение по Якутску, есть серьезная тревога по Мирному, и поэтому вот те режимы, которые прописаны по самоизоляции, необходимо всем соблюдать, максимально сократить выходы из дома, из помещений. Вот, это очень важно, еще раз говорю, в особенности в условиях вот сегодняшнего распространения коронавирусной инфекции в целом мире. Спасибо. Спасибо большое. Это был брифинг главы Якутии с информацией о COVID-19 в регионе на 11 часов 17 апреля. Не переключайтесь.